Да, конечно. У нас есть сегодня с республикой соглашение об развитии газификации и газоснабжения до 2020 года. Уровень достаточно высокий, 84% газификации республики. Но очень много сетей изношенных. И сегодня стоит вопрос буквально о том, что нужно практически все газовое хозяйство республики отмодернизировать или построить заново. Потому что есть бесхозяйные сети, есть участки, где нужно переложить газопроводы, чтобы они не проходили через территорию чего-то частного хозяйства. Очень важно сегодня практически всех потребителей оснастить новыми современными приборами, которые позволяют передавать информацию телеметрически и осуществлять контроль за потреблением газа. Хочу вам представить нового руководителя нашей региональной компании Александр Иванович Троянов. Он с сегодняшнего дня возглавляет компанию «Газпром Межрегионгаз Назрань». И, собственно, это осуществление всех этих проектов и взаимодействие со всеми потребителями, выстраивание совместной работы с главами муниципальных районов. Это с сегодняшнего дня ложится на его плечи. И мы, кстати, очень много говорили об этом в рамках этого совещания. Так вот то, что я начал говорить, это все нашло свое отражение в протоколе заседания правительственной комиссии по делам развития, социально-экономического развития Северного Кавказа. Там сделал доклад глава республики, сделал доклад наш руководитель Алексей Борисович Миллер. И, по сути дела, наши предложения, наши заготовки, они вошли в этот протокол. Сегодня правительство поручает нам совместно разработать механизм, финансовую схему, объемы, методы, сроки реализации. И мы сегодня приехали в первую очередь именно в Ингушетию, понимая, что здесь вот эту работу нужно начать в первую очередь именно из состояния вопроса. Учитывая то настрой и готовность эти проблемы решать, мы сегодня действительно слышали и от глав районов, и от правительства, и от людей, которые присутствовали здесь, понимание, что такая ситуация требует решения в ближайшее время. И мы понимаем, что это может быть действительно получен результат, который нужен всем. И «Газпрому», и жителям республики, и руководителям республики, и России в целом. До 2020 года, в этом году 1 миллиард 600 миллионов, мы уже объявляли населению, на совещании это доводил, и представитель «Газпрома» об этом рассказывал, где, в каких селах, в каких новостройках, то есть, по-новому будут прокладываться сети, на эти деньги, по этим инвестициям. Но буквально правкомиссия приняла предложение наше, протокол это все внесли, и сегодня Ингушетия является таким пилотным проектом, где в первую очередь будут реконструированы все сети 100%. Вот эта программа, которая сейчас идет, она просто ляжет в эту большую часть программы. Основной частью. Сегодня она выполняется, ее не надо прекращать, потому что это уже новые сети, которые будут в новостройках и так далее. Они войдут в ту часть реконструкции всех сетей, которые есть в республике. Да, нам потребуется сегодня время, и я сегодня тоже поручение дал, это, конечно, землеотводы. Это решение вопросов, которые уже стояли у людей, где люди не знали, с учетом незаконных построек, куда газовую трубу деть, к примеру, тоже. То есть здесь будут какие-то утыкания с населением, где люди не будут соглашаться с тем или этим вопросом. Потом много было вопросов у людей под землей пропускать трубопровод или над землей пропускать, ворота делать или как-то делать. То есть целая схема. Поэтому мы здесь вместе с новым руководителем Алексеем Ивановичем и со всем руководством об этом будем говорить. И будем эту идею продвигать. Это огромная помощь от правительства, от ПАО «Газпром», лично Алексея Борисовича Миллера, нам, республике. Конечно, мы должны максимально в короткие сроки быть в готовности помочь реализовать этот проект.